Друзья, всем большой привет! На календаре у нас уже 20 июня. 3 дня нас не было дома. 3 дня мы отдыхали, гуляли, отмечали юбилей. Немножко расслабились, немножко отдохнули, попели, попили, потанцевали. В общем, все как и полагается делать на юбилее. Что у нас изменилось? За 3 дня у нас проклюнулась наша картошечка. Как мы видим, скоро уже начнем окучивать. Грядки от мусора начали зеленеть. Клубничка расцвела прошлогодняя. Восстановилась от мороза, все нормально. Новенькая тоже там, которую посадили, начинают расти. Тюльпанчики после урагана, после того, как придавило шифером, тоже, зеленые, и то хорошо, значит луковицы сохранились. Марьямоль расцвел. Вот такие вот изменения у нас на цветочном фронте. Идем на проверку продольников. Но это больше не проверка продольников, а, как бы сказать, наживить живцов, чтобы завтра утром проверить. Что у нас с черемухой? А с черемухой у нас вроде бы как все нормально. Завязались, значит черемуха будет. Нормально. Без черемухи, значит, мы не останемся. Это здорово. Все, погнали. Там у нас немножко, половину мы наживили, остальное даже не наживляли. Так что большого улова у нас сегодня не будет. Просто наживим свежих живцов. И завтра утром у нас уже будет полноценная проверка. Заодно посмотрим за уровнем воды. В общем, поехали на речку, там посмотрим, что и как. 3 дня нас не было, так что там, наверное, тоже много чего изменилось. Погнали. Так, ну что, как я и предполагал, все так и получилось. Кратковременный подъем воды, который был от дождей, он действительно был кратковременным. Вот эта вода, уровень воды. И теперь вон, идем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вон, насколько упала вода. Бедные наши гальянчики высохли. Запас гальяна высох весь. Бедная наша ловушка. Не знаю, что-то здесь было, нет. Хорошо, если не было. Барабан у нас тоже был пустой. И вот эта бутылка тоже у нас была пустая. Так что здесь у нас ничего не потерялось. Все на месте. Лодка у нас вот уже на суше. Вот так вот. Когда уезжали, вода прибывала. За 3 дня она у нас просто упала. Вот здесь вот делаем метку. Вот так вот. И завтра посмотрим, как быстро падает вода. Теперь у нас тот уровень, на котором мы потеряли наши продольники. Я так думаю, если не сегодня, то завтра мы найдем и те продольники, которые мы оставили до поднятия воды. Еще спрашивали, как там дела с гнездом у чайки. Вижу, чайки вот ходят по берегу. Тоже съездим и посмотрим, на месте ли то бревно, на котором было гнездо. Ну все, погнали. Оттаскиваем нашу лодку на воду. И пойдем перекидывать наши продольники. Они все у нас тоже уже практически на суше. Все, погнали. Работы много. Так, ну что, еще какие перемены? Это огромное полчища комаров. Говорит о том, что все-таки лето уже наступило. И без антикомарина уже не то что проверять, дышать тяжело. Просто полчища комаров.
вода упала. Метра полтора по высоте. Метра полтора по высоте. Так что скоро должны появиться. Вон, моя одна бутылочка уже появилась. О, это кто? Что за волна? То ли утки взлетели, то ли что. Вот она, моя бутылочка. Сейчас посмотрим. Что-то осталось живое, не осталось. Нормально, все живые. Сейчас немного ниже отпустим. Это на крайняк, кинзе. Там еще у меня 2 бутылочки. Вот сюда вот. Так быстро вода, надеюсь, не упадет до завтра. Вот так вот. Побудьте пока здесь. Как вы помните, в прошлый раз мы еще заезжали туда, на Старицу. Сейчас уже туда не заедешь. Главное, чтобы наши тридцатки были в воде, а не на суше. Сейчас даже вода у нас получается меньше того уровня, который у нас был до того, как вода начала подниматься. Вон. Ладно, пойдем глянем. Что-то мне подсказывает, что наши тридцатки тоже на суше. Это очень плохо, но ладно, посмотрим, будет видно. Так, ну что мы видим? Мы видим, что наша тридцатка одна наполовину в воде. Пока еще. И нормально живые. Успели вовремя. Так. С этой тридцаткой все понятно. Мы успели. Живцы у нас здесь пока плавают. Сейчас посмотрим, что у нас с второй тридцаткой. Так, ну тони уже. Завтра мы это все переставим на течение. Пока пусть будет здесь до завтра. Так. Вот почему я говорю не всплыла, потому что я край этой палки воткнул в землю. Из-за этого она у меня, палка осталась на глубине, а вторая у меня была там. Ну, нормально тоже. Как мы видим, в прошлый раз он берег был до сюда, мы сюда причаливали на лодке. Вот сюда. Вот получается, насколько вода упала. Грубо говоря, примерно вот так вот было. Больше метра, метра полтора, наверное. Все. Забираем наших малечков. Много брать не будем. Берем только на пару проверок, не больше. Остальное заберем завтра. Успели вовремя. Хоть здесь успели. Все. Нам этого достаточно. Остальное заберем завтра. До завтра, за один день у нас с ними ничегошеньки не будет. Тем более мы сейчас уберем поглубже, и все будет нормально. Все, живцы у нас есть. Значит, все хорошо.
Как мы видим, здесь тоже колоссальные изменения. Продольники практически на берегу. Ну это потому что мы в последний день их выкидывали ближе к берегу. Получается метра на 5. Так что сейчас потихоньку будем выкидывать их обратно на середину. Улов, ну не знаю, если что-то мы сегодня еще и поймаем, это будет действительно чудом. Это будет чудом. Если даже что-то и попадалось. Я знаю, что мы можем поймать. Мы можем поймать несколько дохлых окушков, которые заглотили и сдохли. Вот это мы можем. Так, ладно. Давайте поднимем, на всякий случай проверим. О, не засыпало, уже хорошо. Не засыпало, уже хорошо. Да ладно, еще и что-то дергает. Под мотором. Друзья, там что-то еще есть. Вижу дохлого окуня. И вижу язя, который по-любому сейчас уйдет. Не ушел. И еще там что-то есть. Охренеть. 3 дня. 3 дня. Они дождались меня, дождались. Так, рыбу сегодня маленькое ведро. Живцы пусть будут большом. Так будет с ними удобнее. Он крепко зацепился. И дождался. И там еще что-то есть. Еще один есть, походу. Не знаю, дойдет, не дойдет. Он есть. Вот он. Какой буйный. Сошел, но уже в лодке. Мы сегодня еще и с уловом. Так. Так, это у нас с язями все понятно. И, как я вам уже говорил, 2 окушка. Ну, они уже пахнут. Так что оставим на берег чайкам. Окушок 1 и окушок 2. Чайки скажут спасибо. Ну все. Как-то вот так. Если честно, я уже не ожидал. И у нас половина продольников мы насадили, половину нет. Вижу, вышла потеряшка наша бутылка. Так что мы еще, если получится достать груз, и ее закинем с живцами. Все, приступаем, наживляем, отпускаем и переставляем все на середину. Так, друзья, вот у нас 2-й продольник. И здесь кто-то клюет, вот он. Я подходил, видно было, бутылка у меня клевала. Вот это 3-й яйц у нас уже. Так, надеюсь, видно, да? 3-й яйц. Так. Это мы еще бутылку не подняли.
Запутал все вокруг веревки. Раз, два, крутанул. 3. Течения нет, так он крутил как хочет уже получается. Так, ну-ка. И все. И дальше пусто. Ну и ладненько, хорошо, хоть дохлых окуней нет. 3 есть, а? Так, ну что, глянем. Вроде бы этот продольник я еще наживлял, а те уже вроде бы нет. Так что, если что-то еще мы поймаем, кроме этих 3 язей и окушка, то только на этот продольник. Ну или если обратно не поднимемся и не проверим еще раз. Но мы этого сегодня делать не будем, потому что на сегодня хватит. Наша задача наживить. Ну что, в принципе, все сделано. Осталось вот только 4 продольника, которые я уже точно не наживлял живцами. Там уж точно ничего нету. Они запутанные. Это много времени пройдет. В общем, улов, которого я даже и не ожидал, это 3 язя и 1 окунь. Вижу, потеряшку всплыла. Бутылка всплыла. В прошлый раз мы вытащили обрывок, зацепили продольником. Сюда кидал крючок, что-то его не видно, или ветром снесло, или я не знаю, куда он делся. В общем, ладно. Наживляю остальные эти 3 продольника оставшиеся. Поднимаю потеряшку и убираю тоже туда вниз. И заодно пойду съезжу, гляну на нижний участок, где в прошлый раз мы потеряли продольники. Вот. И встретимся завтра на утренней проверке. Надеюсь, что-нибудь да попадется. До завтра, друзья. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Она будет уже скоро.